Захаров Юрий, я руководитель компании «Железно». У нас сегодня в гостях уважаемый гость, руководитель Сбербанка, Пищик Артем Александрович. Мы очень долго ждали его здесь, потому что он ни разу еще не был в нашем микрорайоне. У меня сегодня будет возможность показать ему все преимущества нашего микрорайона. Это в первую очередь называли мы этот дом «Бастион». Могу предположить, что один из самых длинных, если, может, самый длинный дом в Кирове. Он такой запятой у нас сделан. В центре двор без машин. Все машины паркуют, соответственно, как бы за пределами дома, и это очень удобно, потому что детей можно спокойно выпускать с подъезда. Подъезды в этом смысле тоже сделаны проходные, то есть можно зайти со стороны парковки, условно говоря, можно выйти из подъезда сразу во двор с колясочкой, там, сразу пойти гулять. Уникальность проекта в том, что здесь мы также создали уже полностью законченную социальную инфраструктуру, школу. Ну, главное, что построили такой замечательный объект. Да. Мы его построили, это рекорд за 8 месяцев. Это вот тот самый как раз знаменитый, да, понятно. Да. И там же следом построили детский садик, да, все в таком, в общем стиле. И по сути, проект с точки зрения современного жилищного строительства Кировской области уникален тем, что именно сразу же для первых жителей уже готова социальная инфраструктура. Такого обычно бывает редко. Сейчас вот мы идем во двор тогда и посмотрим, как все обустроено внутри двора. Вчера мы возили сюда девелоперов из Казани. Они говорят: а зачем вы сделали 4 этажа арку? Мы говорим: это же архитектура. Он говорит: это же как бы 2 квартиры потеряли как минимум. Мы говорим: да, потеряли. Но зачем? Когда ты заходишь, и такая рамка получается красивая, и видишь еще такие яркие панели. Здесь их 3 арки, то есть за счет этого можно из двора легко выйти как бы в любом направлении до паркинга. Ну и вот здесь вот мы стараемся давать уже нестандартные площадки, то есть, например, там вот веревочный парк, такая комплексная площадка для игр, площадки для взрослых тоже очень важно, о них обычно забывают во время проектирования. Обычно все для детей, и взрослые отвыкли выходить на улицу вообще. И это тоже плохо. Опять же вопрос, если взрослый выходит с ребенком, все равно ему где-то или посидеть надо в сторонке, а так вот, когда таких оборудованных площадок нет, это сложно. Вот я думаю, одна из самых больших песочниц в Кирове. Опять же, тот самый уникальный песок, я так понимаю, который мало прилипает к рукам. Слушайте, здорово. Здесь, я так понимаю, рядом же, в том числе, помимо социнфраструктуры, и магазины есть, и вопросов каких-то проблем, что решить свои вопросы бытовые. Она есть, но она еще не в том варианте, в котором планировалась. То есть мы следующим этапом будем строить большой торговый центр здесь. Как большой, условно для микрорайона. Достаточный, да. То есть это порядка 5000 квадратных метров, где будет хороший гипермаркет. Вот это вот универсальная площадка. То есть она летом мягкое покрытие прорезиненное. То есть его меняют покрытие или оно Нет, заливают прям по нему. На него прям по нему заливает каток, зимой хоккейная короткая, летом можно мини-футбол. Слушайте, я вот так смотрю, по практике получается, в каждом таком вот микрорайоне, который возводите, старайтесь как раз делать такие истории, где не просто созданы условия для жилья, но и условия для комфорта, для занятий спортом, чтобы дети действительно куда-то могли выйти. Да, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас такие площадки будут появляться в каждом микрорайоне, более масштабные, комплексные. Это вот дома повышенной комфортности. Собственная котельная, то есть мы генерируем тепло здесь, соответственно, никаких там длительных отключений летом, включение отопления тогда, когда нужно, а не тогда, когда город приказ подписал. То есть это все тоже и по сути, плюсом есть возможность сэкономить, на мой взгляд, на отоплении как раз за счет того, что котельная современная, мощная, нет вот этих теплопотерь на передачу тепла, и за счет этого оптимизируются затраты на жилищно-коммунальные услуги. Да, вообще в наших проектах средняя стоимость владения квартирой, то есть коммунальные расходы плюс расходы управляющей компании, она существенно ниже, чем в городском жилье. При том всем, что качество обслуживания и сервиса, которые мы оказываем, оно выше на самом деле. То есть мы искренне делаем больше, чем все остальные управляющие компании. Это такой уже... это, кстати, тоже важно, на мой взгляд, когда, если правильно понимаю, здесь управляющая компания — это азбука быта, да? Да. И получается, застройщик передает, по сути, объект в такие
теплые, заботливые руки управляющей компании, которая не меньше застройщика заинтересована в том, чтобы все, что построено, оно содержалось в хорошем виде и создавало, опять-таки, для жителей, купивших здесь квартиры, уют, тепло, желание выйти, побродить, погулять. Вообще вот этот проект или эта очередь для нас очень важна, потому что это прототип города будущего. Вот так мы его видим. То есть первое, что мы сделали, это некая такая приватная защищенная территория внутри двора. Мы рассуждаем о том, что в будущем мы потенциально можем эти дворы сделать даже с контролем доступа, но сейчас вот раз это все-таки такой не городская, ну скажем так, не среда внутри уже существующей застройки. Как бы риска, что кто-то извне сюда приедет, он минимальный, да? Соответственно, внутри мы делаем инфраструктуру, ну вот как здесь, связанную с таким досугом, прежде всего прогулочным, то есть легким. Можно позаниматься спортом, можно погулять с детьми, можно там отдохнуть взрослым, посидеть на скамеечках или там покачаться на качелях. Пообщаться. А такие большие, скажем так, инфраструктурные объекты мы уже будем выносить за пределы этих дворов, и они будут как бы общими на весь микрорайон. Я не знаю, есть ли такое ощущение, но у меня точно оно есть, что находясь в этих проектах, ты себя чувствуешь комфортно. Почему? Потому что этажность зданий и вот эта вот вся сама конфигурация защищенного двора, да, она, с одной стороны, дает ощущение безопасности, закрытости, с другой стороны, да, не давит. То есть ты чувствуешь себя здесь комфортно, расслабленно, потому что это все вот, ну, как бы вроде как все свои. Плюсом к тому, за счет того, что количество квартир в отдельно взятом дворе невысокое, люди уже через полгода начинают друг друга узнавать 100%. То есть они знают, кто здесь живет. И это возникает такое, ну, как бы, скажем так, социальное такое единение, когда люди выявляют свой-чужой очень легко. Да. И безопасность этих дворов обеспечивается уже не только за счет видеонаблюдения, но и за счет контроля самих жителей. Понятно. Ну, это такой самоконтроль такой. Сопричастности ко всему происходящему. И я согласен, когда возникает большая община с большой численностью, там, под 1000 человек, то, конечно, трудно управляемо, и еще за счет заменяемости, ну, действительно снижается вот этот порог узнаваемости, а, соответственно, и уровень ответственности тоже, наверное, падает. А тут, ну, реально, как бы, желание что-то испортить, исцарапать, где-то что-то нарисовать, оно просто минимально, потому что, ну, все друг друга знают и, по сути, живут, ну, в таком, в общем имущественном комплексе. Ну и вот за счет этих вот решений у нас действительно проект стал очень популярный среди семей с детьми, потому что не надо объяснять, что здесь будет комфортно именно жить с детьми, семейным форматом, поэтому очень мы заинтересованы именно в развитии ипотечных вот этих программ, связанных с поддержкой молодой семьи. А на сегодняшний момент у нас ну, более 2/3, конечно, это молодая семья прежде всего. Именно семья, которая либо вот она только образовалась, либо это первый ребенок, либо второй уже. Вот это наш, условно говоря, там, назовем так, костяк нашей клиентской базы. И мы очень там, щепетильно выбираем все решения, которые комфортны именно вот для этого формата, для детей и их родителей. Слушайте, ну по-хорошему, наверное, можно сказать, что в этом районе совпало несколько таких удачных моментов, ну, с точки зрения даже возможности и желания приобрести здесь квартиру. Во-первых, район уже достаточно, ну, как качественно освоен, есть уже объекты, есть куда сходить, и нельзя сказать, что это какая-то там новостройка, хотя рядом еще ведется строительство позиций, да. А второй момент, опять же, действительно тут созданы все условия для молодых семей, и плюс еще сейчас существуют программы господдержки по ипотечным кредитам, где, по сути, молодая семья может на достаточно выгодных, удобных условиях получить кредит. Вот если я правильно понимаю условия программы, то семья может взять кредит с пониженной процентной ставкой либо на период строительства, это ставка 0,7, да? Это 0,7 с учетом, ну, вообще получается у нас базовая история какая? С учетом того, что у нас совместно с вами действует программа, на период строительства базовая ставка это 1%, но у нас сейчас до конца июня действует акция, что когда кредит оформляется через сервис электронных расчетов, у нас идет дисконт 0,3 процентных пункта, и в итоге ставка на период строительства получается 0,7, а по завершению строительства, я, если не ошибаюсь, это первый квартал следующего года, ставка может, ну как, ставка повышается до 5% годовых. Но у молодой семьи есть возможность, если они примут такое решение, на весь срок кредита оформить ипотеку под 3,3% годовых. То есть, ну, 3,3, да? 3,3. То есть, ну, вот
таких ставок в истории Ну, это вообще фантастика. вообще пока не было, да, и, конечно, на мой взгляд, вот я повторюсь, что сейчас самое такое удачное время, когда можно принять это решение и приобрести здесь квартиру. А еще раз, вот если обратиться к менеджеру Сбербанка, он может молодой семье не просто объяснить разницу двух программ, но и посчитать некую такую финансовую Конечно. выгоду. Мы обязательно вообще настроены на то, что обязательно вместе с потенциальным покупателем, да, отконструировать, как наиболее удобно ему сделать. И просто программ очень много, и условия по тем или иным программам могут быть очень различны. Причем у нас в зависимости от того, там, подключаемый сервис электронных расчетов, есть или нет страхование жизни, размещен объект вторичного уже жилья там, на нашем портале DomClick или нет, может собраться очень много разных дисконтов, и в зависимости от этого, конечно, тоже ставка понизится. Понятно, что ставка в том числе зависит от таких базовых историй, там, какой первоначальный взнос, что чем выше первоначальный взнос, тем ниже ставка, какой срок, что чем короче срок ипотеки, тем ниже ставка. И мы, конечно, это с клиентом обязательно конструируем и подбираем наиболее удобные условия с точки зрения сопровождения дальнейшего кредита в том числе. Опять же, на мой взгляд, всегда очень важно помнить о том, что по-хорошему, если есть возможность не минимизировать сумму собственных вложений, потому что понятно, что любая новостройка, любая новая квартира сопровождается тратами там, на мебелировку, где-то, может быть, на ремонт, еще до оборудования квартиры, то, конечно, лучше на это тратить свои средства, а, собственно, сам объект оформлять максимально в ипотеку. Вот вы упомянули по поводу DomClick, да, и продажи вторичного жилья, да, то есть для нас это тоже очень такой большой рынок семей, которые на сегодняшний день живут уже в своих квартирах, но недовольны своими жилищными условиями в силу того, что деградирующий жилой фонд, там, оно обесценивается в том числе. Конечно. Да, и надо эти семьи побудить или дать легкий инструмент, как можно старое жилье продать быстро и обменять на новое. То есть у нас в компании тоже есть отдел трейд-ин, ну и вот этот инструмент банковский, да, DomClick, который позволяет достаточно быстро реализовать собственное вторичное жилье. Клиент, продавец уже в данном случае может достаточно комфортно разместить на портале DomClick свою квартиру, как я уже сказал. Для потенциального покупателя это дает возможность еще получить снижение по ипотечной ставке на 0,3 процентных пункта. Ну и плюсом, конечно, централизованный объект будет доступен всем пользователям ресурса DomClick. И, например, если кто-то из жителей других регионов вдруг будет подбирать объект, например, в Кирове, то, конечно, он увидит в первую очередь вот эти квартиры, которые выставлены на продажу. Удобно, и есть возможность сразу все посмотреть. А что вот мы можем посмотреть, что здесь еще что-то возводится, да, Илья Анатольевич? Об этом можно Да, чуть здесь поподробнее? это большой микрорайон, вообще проект «Знак» — это проект, который будет строиться еще несколько лет, то есть земельный банк здесь большой у компании, и мы планируем ежегодно сдавать порядка 30, а может быть больше тысяч квадратных метров жилья. Это означает, что в этом микрорайоне большинство кировчан могут найти продукт, который им по душе. Вот сейчас у нас в продаже, например, дома повышенной комфортности, где можно купить двухуровневые квартиры, квартиры большей квадратуры. Также при этом параллельно продаются продукты, которые для совсем там стартового начала там семейной жизни, то есть небольшие квартиры для молодых семей, у которых еще нет детей. Поэтому каждый найдет себе тот продукт, который хочет, идеально, правильно сказать, подходит под потребности этой семьи. Да, Сбербанк однозначно заинтересован в том, чтобы помогать и вкладывать деньги в то, что здесь происходит. И для нас это тоже очень важная история, что мы видим, что происходит, что район развивается. И получается очень красивое место, очень уникальное. Ну, вот я впервые в этом районе. На мой взгляд, это одно из красивейших мест города Киров. И всем рекомендую сюда приезжать, подбирать себе жилье и в конце концов переезжать. Те, кто задумался о выборе жилья в современном микрорайоне, милости просим. Я думаю, что надо один раз в любом случае посмотреть, почувствовать себя здесь. И я думаю, что каждый, кто попадет сюда, захочет обрести жилье именно в таком благоустроенном современном городе будущего «Знак».